Бисмиллях, вассалату вассаляму аля расулилля. Дорогие братья и сестры, мусульмане Украины, крымские татары, находящиеся на материковой части Украины. Сегодня 10 марта 2022 года, 15-й день открытой, дикой, беспрецедентной войны, которую Россия развязала полномасштабным вторжением в Украину. Бомбят по всем городам и областным центрам, больницы, общежития, важнейшие объекты инфраструктуры. На самом деле это неизбежное продолжение гибридной войны, которую развязала Россия, оккупировав Крым в 2014 году. Всемогущий, великий, мудрый Аллах всех нас, в частности мусульман Крыма и Донбасса, испытал за эти 8 лет коварными похищениями, убийствами любимых и родных, захватом Родины, очередным изгнанием из нее, тюрьмой по надуманным обвинениям, слезами детей и жен и многим другим. Прямо как сказано об этом в благородном Коране. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых. И мы проявляли терпение и говорили прямо, как сказано в следующем аяте, той же суры Аль-Бакара. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Которые, когда их постигает беда, говорят: воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся. Сегодня, когда весь свободный мир встал за Украину, мы словно ощущаем нутром своим, что мольбы всех, кто пострадал и страдает сегодня, мольбы, обращенные к Нему, приняты, как говорит об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Между мольбой притесненного и Аллахом нет преграды, дорогие братья. Свободу не дают, а берут. Так было, есть и будет. Поэтому в это сложное время для всех нас, мусульман Украины, мусульман Крыма, настал тот долгожданный час. За нами правда, истина, а значит и Он. Ведь Он есть истина, истинный. Мы за справедливость, а значит и Он, который есть справедливым, за нами. А если Он за нами, то за нами и победа, иншаллах. Я не зову вас, находясь тут в Киеве, на великий джихад, а зову к простому, что делаю сам. Сделать то, что в наших руках, искренне очищая намерения, ради Него одного. А это и будет великий джихад с нафсом. Я зову вас на защиту своей чести, семьи, имущества. Пусть каждый из вас сам решит, как он может это сделать наилучшим образом и действовать в зависимости от своих умений и навыков. Не бросайте себя на погибель, но и не губите свою душу из страха умереть. Жизнь как дарует Он, так и лишает Он один. А не мина, ракета, бомба или шальная пуля и осколок. Время быть с Украиной. Таков наш путь к свободе. Таков наш путь домой. Да поможет нам Всевышний в этом тернистом пути. Аминь.